28 февраля в столице Казахстана в рамках формата С5+1 прошла очередная встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и главы Госдепа США Энтони Блинкена. Официально заявленной повесткой встречи было обсуждение санкций, введенных коллективным Западом в отношении России, их соблюдение странами региона и устранение негативного влияния этих санкций на экономики стран. We are watching compliance with sanctions very closely, and we're having an ongoing discussion with a number of countries, including our C5 partners, on the economic spillover effect. Заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам состоявшейся встречи с официальными лицами государств Центральной Азии. США будут компенсировать странам-партнерам России убытки из-за санкций, поскольку все страны региона так или иначе зависят от торговых отношений с Россией. Наложенные на РФ санкции бьют и по их экономике. В США это понимают и обещают компенсировать последствия, заявил в Астане глава внешнеполитического ведомства США. Он также объявил о выделении 25 миллионов долларов нового финансирования на поддержку экономического роста, в том числе на создание новых торговых маршрутов и помощь бизнесу в поиске новых экспортных рынков, в дополнение к 25 миллионам долларов, которые администрация президента США уже выделила региону. После Блинкен провел запланированную встречу с правительством Казахстана и президентом Токаевым, а на следующий день он посетил Ташкент с официальным визитом. По итогу встреч с главами государств Узбекистана и Казахстана он высказал свою поддержку якобы происходящим реформам в этих странах и удовлетворенность США результатами реформ. Также он пообещал странам региона помощь в ослаблении зависимости от России. Он сказал, что США пытаются создать сильный регион в Центральной Азии, страны которого будут более взаимосвязаны и будут сотрудничать. Центральноазиатский регион в широком смысле не только 5 республик, вот уже более 200 лет является объектом политического противостояния между Россией и Западом. По причине продажности правителей целые народы подвергались и продолжают подвергаться унижениям, страданиям, нищете и даже уничтожению. Очевидно, что США, воспользовавшись сложившейся ситуацией более настойчиво и усердно, чем обычно, пытаются заполнить создавшийся вакуум, окончательно выдавив российское влияние и установив свое, одновременно не допустив при этом укрепления в регионе позиций Китая. Выбор Казахстана и Узбекистана для этой цели не случайен, так как именно эти две страны являются ключевыми в регионе и менее зависимы от России, чем остальные, считает таджикский блогер Абдулла Аббосов. بازیگران اساسی به حساب می‌روند و نسبت به دیگر کشورها از روسیه کمتر وابسته می‌باشند.